Батурзем. Тимуханиле, пилик шабардада ек пускирле. Ага шамар. Амор папа рajazamina. Сэммали. Сылх булдар. Ага чебер. Ик пусть санадан. Айда шап. Тада буш Тимуханиле. Сана чирайя. Кангердет сирень. Ты случаем не заболел? Нет, правда, это был сон. Чувашский обряд. Помню слово сирень. Сирень? Что такое сирень? Сирень – обряд очищения для всей деревни. Проводился накануне Пасхи, Манкун. Чуваши считали, что все болезни приходят из мира духов. Название обряда связано с деревянными музыкальными инструментами сирень, по-русски трещотка. Участники обряда ходили по улицам и кричали «сирень-сирень». Шумовыми музыкальными инструментами издавали громкие звуки. Палками ударяли дома и ограды, а хозяев домов хлестали прутьями, таким образом изгоняя болезни. Чего? Я изгоняю злых духов. Что ты мастеришь на этот раз? Ага, скоро узнаешь. А знаешь, почти в каждой чувашской деревне были мастера по изготовлению музыкальных инструментов. А чтобы понять это, надо знать историю чувашской культуры. Чуваши – это пятый по численности народ, проживающий на территории Российской Федерации. Их ближайшими предками являются улгары. Первые упоминания о народности датируются XVI веком. Чувашский язык – одна из древних форм тюркских языков, заложенных еще до начала новой эры, то есть больше 2000 лет назад. Это наш музей старинных чувашских народных инструментов. Добро пожаловать! Наш чувашский народ очень музыкальный народ. Не случайно наш край называют краем 100 тысяч слов, 100 тысяч вышивок, 100 тысяч песен. В словаре Ашмарина, 17-томном, перечислено больше 50 народных инструментов. И это связано с тем, что за всю нашу историю чувашский народ и наши предки, сувары-булгары, прошли очень большой путь. От Тяньшанских гор мы граничили с Китаем, прошли практически через всю Евразию, пришли на Северный Кавказ, потом причерноморские степи, оттуда пришли вот на эти места, образовали Волжскую Булгарию. И за все это время, когда мы проходили вот этот путь, 1000-километровый, мы контактировали со всеми народами, которые проживали на этих местах, и поэтому вобрали в себя их культуру, и поэтому у нас так много музыкальных инструментов. Многочисленные переселения за 2-3 тысячи лет истории, конечно, привели к тому, что признаки древности есть и в музыке, и в инструментах. С другой стороны, очень трудно определить. Сейчас есть новое словечко такое – деэтнизация культуры, то есть потеря этнической идентичности. И музыкальные инструменты чуваши сохранили. То же самое древний инструмент шобар, волынка. Он, безусловно, все эти 2000 лет присутствовал в культуре. Никаких сомнений нет. Если где-то сказать на стороне «О, волынка», «О», говорят, это шотландская. Упоминание о том, что чуваши играли на этих инструментах, на шобаре, на волынке, очень-очень давно эти данные имеются. У нас у чуваш два вида волынок.
Это традиционная волынка из телячьей шкуры с бурбонными трубками, которая используется, скажем, ирландскими, шотландскими волынщиками. Вот. А еще есть из мочевого пузыря животного. Это небольшая такая волынка, которая гораздо меньше большой волынки, но которая тоже используется чувашами в обрядовых действиях. Еще одним инструментом интересным, который бытовал среди чувашей, являются гусли. У чувашей были так называемые шлемовидные гусли, 25 струн, которые, скажем, от крыловидных гуслей, которые использовались на территории других народов, позволяли больше исполнительское мастерство проявлять. То есть на них можно было играть и медиатором, а можно было играть перебором, так как на арфе. В 1902 году из сериала Ренина мастер на Петербургской всероссийской кустарно-промышленной выставке показывал свои инструменты, в том числе гусли и барабан. Никто не думал, что это инородец, что это чуваш, и что деревня чувашская. Козьмодемьянский уезд Казанской губернии, а мастер Волков, Павел Егорович Волков. То есть считал, что это русский мастер и русский инструмент, древнерусские гусли. Других гуслей тогда не было. И вот эти древнерусские гусли, я в кавычках говорю, потому что они, в общем-то, чувашские, самые настоящие, в 1907 году решили во знаменование памяти Михаила Ивановича Глинки эти гусли преподнести Петербургской консерватории. Заказали орнаментацию. Значит, вот сейчас она инкрустирована там чуть ли не жемчугами. А в 1930 году консерватория отдает в нынешний музей. И теперь в музее это прямо так пишут: гусли шлемовидные, мастер Норман, 1907 год, в честь Михаила Ивановича Глинки. А мастер Норман – это тот, кто инкрустировал. Вот. Но там это забыли, что это некий мастер Волков сделал. Ряд исследователей последних лет утверждают, что гусли были у чувашей изначально. Они были, именно такой шлемовидной формы, и в данном случае я держу самые старинные у нас гусли первой половины 20 века. Здесь у нас в данном случае 32 струны, а вообще, в принципе, количество могло варьироваться у чувашских гуслей от 17 до 34. Вот. Ну и, соответственно, они крепились к порожку и наматывались на деревянные колки. Вот. И, соответственно, этот инструмент был излюбленным у чувашей. Он участвовал во всех празднествах, гуляниях. Многие исследователи отмечают, что для чуваш было характерно ансамблевое исполнение. 5-6 скрипачей, несколько гусляров, дудки, барабаны. И поэтому требовалось очень много инструментов. И инструменты чувашские крестьяне изготавливали сами. И нет никаких исторических данных о том, что они где-то покупали инструменты на стороне, только изготавливали сами. Напротив, есть исторические данные, скажем, в книге Никольского о том, что в музыкальных магазинах Санкт-Петербурга, Цукермана, или Казани, у Брюна, чувашские инструменты продавались под видом иностранных.
Один из наиболее авторитетных изготовителей чувашских народных инструментов – это вот Филиппов Матвей Филиппович, который родился в 1908 году в деревне Альдеево Чебоксарского уезда. За свою жизнь он создал около 1000 различных музыкальных инструментов. Чуваши сами изготавливали скрипки, и в нашем музее есть очень интересная такая фотография, где показан станок для изготовления вот этих скрипок. Очень интересная история этой фотографии. Ее обнаружили этнографическая экспедиция нашего гуманитарного Чувашского института на территории Ульяновской области в одном из сельских музеев деревенских села Сосновка Тегунбульского района Ульяновской области. А сам этот станок нашли на чердаке дома в 70-е годы 20 века. История такая. Ушел хозяин на войну, Вторую мировую войну, Великую Отечественную, и перед тем, как уйти, сделал заготовки этой скрипки, положил на чердак, чтобы она его дождалась, и ушел и пропал на войне. И только в 70-е годы родственники нашли вот этот станок с этой скрипкой неоконченной и передали ее в музей. Скрипка, наряду с волынкой и гуслями, являлась самым активным инструментом, используемым в традиционных ритуалах чувашей. В ряду наиболее почитаемых божеств была и покровительница скрипки. На молении в Кереметище с собой также брали скрипку. Кстати, чуваши полагали, что скрипка – живое существо. Говорили, крови нет, а душа есть. А я тут тоже вычитала легенду, что скрипку создал сам бог Тура. Однажды подходит к нему злой дух Шуйтан и говорит: «Ты создал скрипку, и она играет, а моя не играет». Тура сказал ему: «Приклей кусочек смолы хвойного дерева и смажь волос смычка». И та заиграла. Кстати, когда завал ветер, чуваши полагали, что сам Шуйтан играет на скрипке, катаясь верхом на вихре. А по-чувашски скрипка называется сермягубас. А есть еще такие, ну как ты, кто мастерит старинные инструменты? Да, их немного, но они есть. Первые гусли я делал ночью в комнате общежития. Была стамеска, молоток, рубанок, пила. Вот этот инструмент позволяет сделать тонкий спил, потому что когда пила идет от себя, она гнется. Это шлемовидные гусли, вот они как раз еще открыты. Вот, и можно увидеть, что вот есть днище, да, которое отдельно прикладывается, там клеится или на деревянные гвоздики прибивается. Его довольно трудно собрать, это ремесло, это мастерство. И вместе с тем он очень легкий. Главная цель, чтобы инструмент держал строй, чтобы струна не расстраивалась. Вот. И поэтому я исхожу из того, что у меня сегодня есть. Вот есть эта древесина, есть вот эти колки, есть вот эта проволока. Вот. И мне важно, что на них будут играть, что на них будут петь. И поскольку мы традицию только возрождаем, иметь любой звучащий инструмент, максимально приближенный по форме и звучанию к оригиналам, это вот сейчас первостепенная задача. Я в Доме народного творчества работал, и там увидел сарнай. Сарнай висит. Я Дом народного творчества бросил через 5 лет и приехал сюда, в ДК химиков. Организовал коллектив, ни у кого нет сарная. Пришлось делать, я сделал. Мой любимый мой инструмент, можно сказать. Вот такие конструкции дудочек кое-где в чувашских музеях еще сохранились. Но, к сожалению, играющих таким методом уже нету.
Вот этот инструмент, опять-таки, во всем мире известен под названием дудук. Конечно, перенимали друг у друга эти инструменты, как передавали секреты. И вот перед вами ик-чургахла сарнай по-чувашски. То есть сарнай с двумя колеблющимися пластинами. У него звук необычный. Сарнаи изготавливали практически из любой трубочки, где можно сделать язычок. Сарнай можно сделать даже из гусиного пера. Сарнай из гусиного пера, изготовленный мною бубен. Я их изготавливаю из шкуры козы. Это заготовка для барабана. Это корпус деревянный, сделанный из липы. Вот она вся обработается, обшкурится, нанесется орнамент, покрасится, и сверху и снизу натянется мембрана из козьей кожи. Ну, сначала берется бревно, отпиливается, и в первую очередь выдавливается отверстие, чтобы дерево сохло с двух сторон. Если отверстие не выдолбить и оставить дерево так, оно потрескается. И поэтому надо отверстие выдолбить, и оно постепенно высыхает, дерево. И также потихоньку, постепенно выдалбливается вся внутренность, чтобы осталась небольшая толщина, где-то сантиметр. Ну вот, пока все это делается, и дерево высыхает к тому времени. Потом шкурится, чистится. У меня несколько заготовок. Одни сохнут, вот тут, допустим, стоят. Вот это совсем маленький. Это поменьше для детского барабана. Вот это такой звук, да? Здесь тоже примерно. Они где-то в определенном, в одно и то же время заготовлены. Это уже прошло, наверное, с осени. Просто лежали, ждали своего часа. Вот пришло время из них сделать уже барабан. Чтобы у людей остался интерес к культуре своего народа. Думаешь, для меня это просто увлечение? Нет. Я чувствую дерево, которое должно зазвучать.
Но ведь для этого нужно так много времени, терпения и сил. А вот зато это того стоит. В течение всей своей долгой истории чуваши общались и перенимали и передавали другим народам свои какие-то секреты в изготовлении музыкальных инструментов. Но хочется сказать вот что. Про дудочку нельзя сказать, кто у кого перенимал. Этот инструмент распространен во всем мире. Флейта, она и есть флейта. Все народы практически на таких инструментах играют. А вот если взять всем известный музыкальный инструмент скрипка. Кто же всемирно известные мастера, которые изготавливали скрипки? Это итальянцы, так? То есть Страдивари, Гварнери и так далее. Чувашская народная скрипка активно использовалась чувашскими крестьянами, и нет никаких исторических указаний, с какого времени она появилась у чуваш. В то же время, вот наш народный писатель Миша Юхма высказал такое предположение, что чувашские крестьяне знали секрет изготовления этой скрипки из того же источника, из которого знал этот секрет сам великий Страдивари. И как бы ни странно звучала и фантастична эта версия, но вот есть исторический факт, что любимым деревом, из которого Страдивари делал свои скрипки, было дерево, которое называлось Pinna Rosa Bulgara, красная булгарская сосна. В последние годы они очень активно, дунайские болгары, стали изучать историю своего народа, именно исходя из того, что они потомки древних болгар. О болгарских колониях, живущих на Пенинском полуострове, писал еще до революционного года очень известный ученый, болгарский ученый Шишманов. И вот у Шишманова в статье «Болгария в Италии» имеются очень любопытные факты, которые доказывают величие духа эпохи Возрождения. В картинах великого Леонардо да Винчи прослеживаются их знания о древних болгар, которые от болгар брал и Страдивари и создавал свои знаменитые скрипки. Маджаров, другой крупный ученый болгарский, пишет: особенно прославились потомки этих болгар в искусстве. В Италии XIV века творит великий художник Бартоломей Булгарин, тоже вот от этих болгар. Даже великий Страдивари происходит от итальянских болгар. Видимо, все-таки какая-то доля истины во всех этих высказываниях, я думаю, есть. Страдивари, получается, наш предок, один из предков болгар. Ну, что касается скрипки, это инструмент, распространенный, в общем-то, южнее у всех народов. Имеется в виду смычковый, струнный смычковый инструмент. Ну, разные виды, разные типы. У чувашей зафиксировано в литературе. Это в XVIII веке. Чуваши играют на гудке. Гудок имеет свой старинный, тоже примитивный, возможно. И на скрипке. Уже тогда скрипка появляется. Говорит, что чуваши создали, предки чувашей создали этот инструмент. Предки чувашей пользовались смычковым инструментом. Вот так надо сказать. В чувашском языке играть на музыкальных инструментах переводится не как «гулять» играет, а как «калать» говорит. Вот, например, мы говорим «куба скала», что в переводе «сказать на гармошке», то есть это способ общения с людьми и с природой. Все, готово, держи. Скрипка? Мне? Сермегубас. Пусть скрипка заговорит. Подожди, у меня еще есть кое-что для тебя. Вот, примерь.